Да, мы в июне опубликовали новый отчет. Там несколько десяток жертв уже последние 2-3 года. Большинство это в России. И половина в России это в Крым, это крымские татары. Потому что, ну, понятно, что это просто методика ломать человека. В Восточной Германии это называли «Zersetzung», значит, дестабилизация вот человека. Значит, как-то немножко по-другому используют сейчас. Люди не попадут, скажем, в СПБ, специально психиатрическая больница вот, в Днепропетровске, или Орел, или Калининград, Черняховск. Но это обычно это короче, вот эти сроки, либо только диагноз. И потом они уже решают либо послать в психушку или в лагерь. Но диагнозы есть. И да, сейчас уже не употребляют вот вялотекущую шизофрению, как в советских временах. Сейчас больше всего это иногда шизофрения, но очень часто это расстройство личности. Но когда мы видим симптомы вот этого расстройства, это то же самое. Это упорность, это ну, какие-то вот паранояльные реформные взгляды, это бороться за правду, ну вот экстремизм, ну все так, как вот было вот вялотекущая шизофрения. И я боюсь, что потому что мир все-таки молчит. Есть некоторые, которые снова начинают, но это еще не тема, как было вот в советских временах. И пока это не такая тема, тогда российские власти будут это использовать.